Китайский режим, имеющий за плечами историю геноцида против народа Восточного Туркестана и запрета на такие культовые действия, как пост, в этом году использовал праздник как инструмент пропаганды, вводящий в заблуждение мировую общественность. В статье, опубликованной на сайте Танридага, китайского пропагандистского агентства в Восточном Туркестане, описывались ложные сценарии, в которых уйгуры и китайцы отмечают праздник вместе, едят вместе, поют и танцуют вместе, демонстрируют этническое единство в этот праздник. Кроме того, перед Ид-аль-Фитр Китай организовал в Восточном Туркестане конференцию по изучению СМИ стран-основателей экономического пояса Шелкового пути, на которую были приглашены представители СМИ из 21 страны, включая Пакистан, Бахрейн, Канаду и Австралию. Китайские власти ускорили процесс приглашения бизнесменов в уйгурский регион после того, как недавно объявили об инвестиционном проекте в 700 миллиардов юаней для государственных предприятий в Восточном Туркестане. По сообщениям китайских правительственных СМИ, уйгурский автономный район активизировал свою дипломатическую кампанию в Пекине для продвижения своей синьцзянской политики. Китай также организовал бизнес-ярмарку в Шанхае, приглашая предпринимателей инвестировать в регион. Эта ярмарка проводится параллельно с целями китайского правительства по увеличению инвестиций в регион и созданию 8 основных промышленных кластеров, поскольку западные страны усиливают бойкот или запрет на продукцию, произведенную в Восточном Туркестане из-за принудительного труда уйгуров. Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня начал трехдневное турне по Китаю, направленное на укрепление связи с важнейшим торговым партнером страны и одновременно на решение таких острых вопросов, как торговая практика Китая и его отношение к России. Шольц, сопровождаемый высокопоставленными представителями немецкого бизнеса, начал свое путешествие в Чунцине, а затем планирует посетить Шанхай и Пекин. Это самый масштабный заграничный визит канцлера с момента вступления в должность. Тем временем правозащитные организации, в том числе Всемирный уйгурский конгресс, призвали канцлера Германии обратить внимание на нарушение прав человека в Китае. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цао Ли вопросы расширения двустороннего сотрудничества и углубления отношений. Ким и Цао обсудили дальнейшее углубление дружественных отношений и расширение двустороннего сотрудничества. Северокорейский лидер Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян проводит неизменную политику по развитию многовековой дружбы между Китаем и Северной Кореей. Согласно отчету, опубликованному Bloomberg, в среду в прошлом финансовом году Apple сосредоточилась на производстве iPhone в Индии, выпустив устройство на сумму $14 миллиардов. Это свидетельствует о том, что усилия компании по увеличению производства за пределами Китая продолжаются. В отчете говорится, что сейчас Apple производит около 14% своих айфонов в Индии, что вдвое больше, чем в прошлом году. Производитель Pegatron произвел около 17% этих iPhone, а Foxconn – около 67%. Остальную часть выпускала компания Wistron. Число погибших в результате оползня, произошедшего вчера на индонезийском острове Сулавеси, возросло до 18 человек. 2 пропали без вести. Мексианус Бекабель, начальник поисково-спасательной службы города Макассар, сообщил, что в городе Макале были обнаружены безжизненные тела 18 человек.